Продавцы одного из рынков Караганды пожаловались на высокие цены за аренду. По словам торговцев, на днях им объявили о новом повышении. Люди привыкли работать в этом месте, но с такими условиями, говорят они, могут уйти в минус. Все подробности в материале Людмилы Батюшкиной. Во время сезона дождей здесь собирается вода на полу в контейнере, и мы за эти условия оплачиваем 500 с лишним тысяч. Вы купите своему ребенку такую кепку? Сегодня карагандинцам стало понятно, почему на центральном рынке все настолько дорого. Арендаторы озвучили просто космические цены за аренду и показали, в каких условиях они работают за такие деньги. На днях им объявили о новом повышении. Аренда это сумасшедшая. Я же говорю, по Казахстану вообще такой аренды нигде нету. Блин. Это единственный рынок, который, грабит, самым натуральным образом грабит, блин. Условий никаких, блин. Я за землю только плачу 200 тысяч. Остальное все мое. Я два года, я уже здесь стою. У меня была аренда 300 тысяч, сейчас 550. Хотя говорят, год 10%. Мы просто на грани, потому что у нас нет денег выплатить аренду, кормить наши семьи. При этом дополнительно арендаторы оплачивают коммунальные расходы, амортизацию, так называемую привилегию за то, чтобы начать работать на рынке. Парковка и туалет для них тоже платные. Они просят не брать аренду хотя бы за один день в неделю, чтобы у них был выходной. Сегодня торговцы официально написали коллективное уведомление директору с требованием предоставить им договоры аренды. Директор говорит, что работают в соответствии с договором. Индексировали арендную плату на 10%, которая также со всеми нашими арендаторами подписан договор, в котором все это прописано. То есть раз в год на 10%. Проходимые ряды, там аренда больше. Человек же сам его берет, не мы же заставляем его взять. То есть он рассчитывает на проходимость. Абсолютно все, то есть все договоры есть. По словам директора, он готов пойти на уступки и дать скидку на аренду тем, кому особенно тяжело. Но арендаторы пишут заявление в Департамент экономических расследований. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.